В субботу светлой пасхальной недели 2016 года в соборе святого равноапостольного князя Владимира собралось множество верующего люда. Ликующими пасхальными песнопениями провожали в жизнь вечную основателя, строителя и почетного настоятеля собора протоиерея Илью Карлинова. Отпевание совершал митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Ему сослужили епископы Канашский и Янтиковский Стефан, Алаторский и Порецкий Федор. Тихая, мирная кончина посетила уважаемого всей республикой старца. В понедельник, второй день Пасхи, уже светлый сидит, владыка приехал уже, отслужили литургию, владыка уже сказал, он говорит, уже слабый, то есть уже на обеде уже практически ничего не ел. А домой во вторник, даем, отец Сергей говорит, что-то плохо, говорит, что приезжаем, а уже это самое, лежит, уже что-то стонет, и потом заснул, видать, уже в кому впал, все, там не мучил так. Что-то уже разговаривал сначала с кем-то, что-то такое вот так. А в четверг уже скончался. Вот 2 дня лежал, вот так просто, не просыпаясь. Ну, как спит просто. И все, так. А и в четверг так днем, 5 числа, так отошел спокойно. Место упокоения отца Ильи определили за алтарем построенного им храма. Батюшка скончался на 87-м году жизни. Она была долгой, достойной, полной трудов и подвигов во славу Божию. Будущий священник родился через 2 месяца после смерти отца. Мать была верующей и единоличницей. Жилось в семье трудно. Ну, естественно, раз в колхоз не вступали, всю живность отбирали, там с налогами. В общем, жизнь сложная была. И я помню, например, разговор, когда зимой после Нового года пришли, из дома выгнали. Ладно, говорит, баня еще была небольшая. И все отобрали. Там, говорит, пол ведра картошки. Вот они на остаток зимы вот, на пол ведра картошки вот втроем жили. В школе с 1 класса Илью дразнили попом. Кличку эту дала ученику первая учительница. Воскресенье в то время было рабочим днем, и мальчику надо было выбирать, идти в церковь или в школу. Возвращаясь с литургии, они с мамой встретили учительницу. На следующий день она при всем классе обсмеяла Илью. Вот ходил в церковь, он, значит, поп. И началось. Второгодник, мальчишка постарше и посильнее, отбирал крест, опускал его при всех в щель дощатого пола. Илья спускался в погреб и доставал крест. И так много раз. Потом он решился постоять за свое право веровать. Драка между мальчишками закончилась победой Ильи. Больше крест у него не отбирали. Интересно, те же самые, кто вот так издевался в детстве, да, смеялся над ним, они как бы и в церковь ходили, по крайней мере. Многие умерли уже, конечно. Потом его преследовали за веру в армии. В школе младших командиров Илья Карлинов готовился к службе в военно-морском флоте. Крестик у него был пришит под воротником. Его оторвали, а еще отняли отцовский псалтырь и молитвослов. Они лежали у Ильи в чемодане, но кто-то донес об этом начальству. Он написал маме, она прислала серебряный крестик в письме. На этот раз Илья пришил его в более надежное место – на галстук. Когда Илья вернулся из армии, ему предложили поступать в семинарию, но он не мог, считал себя недостойным. Когда, наконец, решился, поехал в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру. Уже в 1 классе семинарии попал в лучший монастырский хор. Однажды они пели во время монашеского пострига. В этот день отец Илья впервые увидел своего будущего владыку Варнаву. Его постригали в монахи. На дневном отделении семинарии отец Илья проучился недолго. Уже после 2 класса, приехав на каникулы, остался дома. Архиерей, в то время Чувашской кафедрой управлял архиепископ Мануил Лемишевский, не отпустил его. В епархии остро не хватало клириков. Служить священником отца Илью направили в Канаш. Храм святителя Николая Мерликийских чудотворца стал его родным домом и местом исповедничества на долгих 17 лет. Время было тяжелое. В 1961 году началась новая полоса гонений на церковь. Испытал ее на себе и отец Илья, но не сдался. Один из таких дней, каких-то дней, мне владыка Николай тогда был, приглашает телеграммой, приезжай с документами. Я понял, что меня хотят, в общем-то, перевести из Канаша. Я тогда в Канаше служил. Но я приезжаю к владыке, он говорит, мне владыка уполномочен потребовал, чтобы я у вас отобрал регистрационное удостоверение.
Владыка, я говорю, простите, но эти регистрацию, вы мне указ дали, если у меня какое-то духовное нарушение, вы можете меня снять, запретить и то, и другое. Даже снять саны, если у меня какое-то нарушение правил церковных. Владыка, мне простите, но я вам не дам вот по этой регистрации. Как не так? Я говорю, просто так. Я говорю, не потому что мне не дали. Я пойду к уполномоченному, пускай он меня отбирает. Я говорю, Владыка, простите, благословите, я пойду. Он благословил, я пошел к уполномоченному. Я говорю, от Владыки, ну что, когда отдал эту регистрацию? Я говорю, нет. Почему не отдал? Потому что он не выдал эту регистрацию. Ну давайте сюда. За что? За что? У вас есть нарушения. Какие нарушения конкретно? И там пошли у нас, он кричит, я кричу, он кричит, я тоже сам и не молчу. В конце концов, так он мне, что мне сказал? Подошел, руки подает, все, у нас все не было, друг друга ничего, у нас ничего не было, иди служи. Главным преступлением отца Ильи было то, что он привлекал в храм молодежь. Среди тех, кто пел на клиросе, был и юный Геннадий Данилов, теперь архимандрит, настоятель Чебоксарского храма новомучеников и исповедников российских. И вы образовали молодежный хор. И было много бедствий и неприятностей из-за этого молодежного хора. В то время, конечно, вы отстояли молитвами это ваше начинание, и оно, кажется, до сих пор существует. В горком его вызывали ночью, это мы помню. Мы маленькие еще туда зимой приходили, стояли, ждали, пока его эту ночь отпустили только до третьего или там, не помню, втором, третьем часу, ночь только. А мы там не понимали, конечно, для чего. Мама с нас маленькие стояли, мерзли. Видать, там сказали, что вот ждут-то. Пожалели, наверное. Ну, не знаю, папа-то больше не рассказывает такие вещи. Ну, я, говорит, когда увидел, что ждете, говорит, мне, говорит, так, говорит, стало, не знаю, ну, в общем, расчувствовался тоже. Строптивого священника из Канаша все-таки прогнали, но архиепископ Вениамин Новицкий поставил отца Илью настоятелем Введенского кафедрального собора в Чебоксарах. Там он прослужил 13 лет. В 1988 году, когда православная церковь вместе со всей страной отмечала тысячелетие крещения Руси, отцу Илье исполнилось 59 лет. К этому возрасту и историческому событию батюшка подошел с двумя важнейшими начинаниями, которые выносил в сердце. Первым делом был перевод Библии на чувашский язык. С молодости отец Илья знал, богослужения на родном языке более доходчивы, и поэтому пастве нужны книги на чувашском. Мечтой отца Ильи был полный перевод Священного Писания. Много раз он приезжал в патриархию, объяснял, что дело, за которое он ратует, богоугодное и необходимое. В какой-то момент он понял, его избегают, не хотят принимать и даже лукавят. Но отец Илья не отчаивался и не оставлял своей идеи. В 1988 году владыка Варнава взял его на юбилейный поместный собор. Там-то отец Илья и выступил с рассказом о своих мытарствах и о том, как трудно продвинуть такую по существу апостольскую идею, как перевод Библии на родной язык. Результат этого выступления был неожиданным даже для самого оратора. Решение, принятое на соборе, открыло путь к переводу Библии не только чувашам, но и другим народам. Сбылся и еще один план, родившийся у деятельного отца Ильи в тот исторический год. Я затеял разговор, я говорю, владыка, кто же Шумерлю пойдет туда, еще священника не было, туда у меня есть кандидат, ну хорошо. И вот женский монастырь тогда был на Владимирской горке, тогда еще пока не монастырь, но все-таки там тоже отдавали, туда, говорит, тоже у меня есть кандидат. Еще какой-то приход был, я не помню. А вот в Новочебоксарске, я говорю, а туда, говорит, нет у меня кандидата. Я говорю, есть, владыка. Как? Говорит, нет. Опять не, я говорю, есть. Я же сказал нет. Он так очень горячо, в общем-то. Владыка, есть. Нет, говорит, есть там кто-то один хочет. Я говорю, его туда ни за что не пущу. Я говорю, не он, я понял, про ком идет. Я не буду называть имени, он до сих пор сейчас служит. Кто еще? Кто тогда? Я говорю, владыка побледнел сначала, покраснел. Ты что, хочешь меня бросить, уйти от меня, хоть я тебе на собор взял? Я говорю, владыка, простите, я же не ухожу от вашей епархии. Я говорю, при вас же буду служить.
Это был самый первый храм, который предстояло возвести в Чувашии после долгих 70 лет борьбы с православием. Трудно добивались разрешения. Еще сложнее было с выбором площадки. Место, которое выбрали в результате, было очень нелегким для стройки. Все коммуникации пришлось тянуть почти за километр. Множество проблем свалилось на отца Илью. Была эпоха всеобщего дефицита. Все строительные материалы приходилось добывать с трудом. В ход шли самые простые крестики. Их приносил с собой отец Илья, чтобы дарить людям, от которых могло что-нибудь зависеть. Маленькие вестники православия открывали двери высоких кабинетов и чудесным образом ставились подписи на документах. Вслед за подписями появлялись цемент и кирпич, металл и дерево. Ну, я не очень доволен. Правда, мне говорят, что у нас вроде хорошо, неплохо идет, но идет, конечно, не так, как мне хочется. Очень много трудностей. Сейчас порой бывает так, что я на грани отчаивания. Думаю, что я взял на себе непосильную такую ношу. Сумею ли это до конца нести? Правда, бывает иногда. Но вокруг были люди, желавшие помочь этому батюшке. Притягивала их энергия отца Ильи. В числе тех, кто именно тогда пришел к храму, чтобы открыть для себя мир церкви и священников, был и Алексей Николаев. И вот я по мере возможности стал сюда приходить, так как отец Илья мне так уже симпатичный стал. Он такой добродушный был, такой простой, доступный. И стал приходить помогать. Вот то кирпичи разгружать, то тут бывало дело там мусор выносить. И вот как-то было дело, даже вот здесь землю копали, тут под канализацию тянули мы здесь. Он мне тогда поставил, говорит: Алексей, вот так и так, вот здесь надо, говорит, канализацию прокопать, чтобы под трубы. Вот не поможешь тогда? Тут кран, где экскаватор достал, а под фундамент не залезет. И вот я лопатой туда там уже далеко углубился, он приходит и мне говорит: Алексей, ты, говорит, сейчас через храм сквозь выйдешь. Я тогда первый раз удивился, думаю, оказывается, священники шутить умеют. С начала строительства нашего храма немало, конечно, и трудностей, но и радостей много. Вот сами можете посмотреть, как у нас вот работают, помогают женщины, престарелые, среди них и молодые, и дети. Так что это очень радует душе. И безвозмездно, конечно, это самое главное. И мужчины часто приходят. Сейчас в это же время у нас вот там овраг, в овраге там мостик у нас через этот овраг, и там, чтобы благоустроить этот овраг, там тоже работают вот именно в настоящий момент. Ну, кроме того, этой помощи, вот безвозмездной помощи, у нас поступает немало средств на строительство храма. Строительство началось в 1990 году, а в апреле 1992 храм обрел 15 колоколов. Предварила это событие удивительная история. Колокола сделали в Воронеже. Ехать за ними надо было срочно, под самый Новый год. Этот случай опять мне известен. Этот такой водитель, как раз я когда бытности, говорю, механиком работал, он тогда как раз ездил, привез эти колокола, и он с таким восторгом рассказывал. Там даже гаишник, когда, говорит, тормознул его там, да, и он показал: ты смотри, говорит, что мы везем. Он колокол посмотрел, говорит, давайте езжайте. И слава, на Новый год именно вызвался один водитель такой добродушный. Он именно, никто же не хотел на Новый год, обычно мирские мы люди ценим больше вот эти мирские праздники. А этот вот нашелся такой, поехал с ним. Вот это с отцом Илья не привезли. Вот этот случай мне известен тем, что водитель был настолько в восторге, что он с этим вот колокол привез на Новый год. С Божьей помощью все совершалось. И 28 июля 1994 года, в день, когда отцу Илье исполнилось 65 лет, осветили первый престол храма в честь Николая Чудотворца. Освящение совершил владыка Варнава, в то время еще архиепископ. Большая заслуга отца Ильи, что он взялся за это строительство. И когда он просился строить, я даже его предупреждал. Я говорю: будешь строить на крови. И у него как раз вот получилось, что палец как раз он так, что сбылось. Но я не желал, конечно. Ну, то есть так трудно строить. И он все-таки построил, и уже остается немного. Отец Илья и в самом деле пролил кровь на этой стройке. Виной всему оказался неуемный характер батюшки. Он был такой энергичный, он такой был шустрый. И вообще у него не было ни одной высоты, куда бы он сам здесь не залазил. И кран как раз подъехал, и пока он стоит, вот буквально вот, давай перевезем, эта труба как раз увезли мы туда вниз, подняли трубу, а там ветер поднялся, или там, и он почему-то сам полез остановить, его занесло чуть-чуть трубу, так, а и об другой, и палец попал, он же, хотя и варежкой был, что-то такое, а у него уже все.
Еще через год в новом храме осветили уже и второй престол в честь иконы Божией Матери Скоропослушница, которую всегда особенно почитал отец Илья. Были очень трудные такие дни, в общем-то. Я вот ночами читал эту акафист этой иконе Божией Матери, я моментально чувствовал такое облегчение, помощи. Поэтому я вот никому не говорил, что до поры до времени. Мне было давнее желание, что посвятить этой иконе один из престолов нашего собора. В день освящения престола в честь Скоропослушницы отец Илья произнес в стенах нового храма первую проповедь. Надеюсь, что это будет поистине местом учения, училищем благочестия, и вы своей верой и усердным хождением в этот храм здесь будете черпать ту необходимую пищу, которая нам поможет получить того, что нам всем обещал, то есть Царство Небесное. Ведь цель нашей жизни, нашего пребывания на этой грешной земле – подготовиться к этой жизни и получить этого вечного блаженства. Строительство было практически завершено к 1996 году, к приезду патриарха Алексея II. Войдя под своды удивительного по красоте храма, Святейший объявил, что присваивает ему статус собора. Трижды отец Илья встречал в своем соборе патриархов. Дважды здесь бывал Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. А в 2015 году, в День небесного покровителя, настоятеля и строителя собора, святого пророка Ильи, литургию здесь служил святейший патриарх Кирилл. В пределе собора, посвященном иконе Божией Матери Скоропослушница, на почетном месте хранится большой образ по заказу отца Ильи, написанный на Афоне. От Чебоксар до Новочебоксарска священнослужители и прихожане несли ее крестным ходом. Как люди, знаете, вот до Чебоксара они вот отсюда шли пешком для встречи этой иконы. Там час с лишним простояли на жаре, вот ждали эту икону. Потом оттуда еще сколько километров туда-сюда, получается около 20 километров, наверное. Все-таки такую жару, без еды, притом они ведь еще утром не завтракали, не пили воды ради такой молитвенной встречи этой иконы. Так что, слава Богу, вот вышли народ. Она для нас будет дорога тем, что она написана на Святой горе Афоне, написана на молитву и постом, подготовились к писанию этой иконы монахи. И притом она освящена как раз на Святой горе Афон. И после освящения еще повторно осветили ее, в общем-то, приложение или прикладывание той иконе оригинала, который находится в Дахиярском монастыре. В образе своим приехал к нам с Афона сама Божья Матерь. Я надеюсь, что люди этому поверят, и люди этому будут почитать, будут молиться, приходить. И кто сюда будет приходить с верой и надеждой, Божья Матерь их не лишит, не оставит, в общем-то, свое покровительство, своей помощи. Строитель первого храма, креститель и духовник Новочебоксарска, почетный настоятель собора, отец Илья прослужил Богу 6 десятилетий, явив своей пастве истинный пример жизни во Христе. Я живу только по вашим молитвам. Когда меня рукополагали, у меня было искреннее желание, очень желал хотя бы 3 года послужить Богу перед престолом Божьим. И вот и не заметил, как пролетели эти годы. Крест, установленный на могиле отца Ильи, батюшка когда-то выстругал сам. Он сделал его перед освящением места под строительство будущего собора. Вот он, великий знак того, что вера православная непопираема, что никакие силы не могут сделать народ безбожным, потому что всегда придут праведники, такие, как отец Илья, и за ними пойдут люди к свету истины.